Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании «Новый век», в студии Чинчика Шпуков. Коротко о главном. Иллюзия безопасности. В Туве уже зарегистрированы 5 случаев выпадения детей из окон. Пытались вывести туши и продать. Полицейские Тандынского района задержали подозреваемых в скотокрадстве. Готов к труду и обороне. В Туве состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. А теперь об этом и не только, более подробно. Москитная сетка «Иллюзия безопасности». В Туве зарегистрированы уже 5 случаев выпадения детей из окон, 4 из них в Кызыле. Все чрезвычайные происшествия происходили как под копирку. Взрослые отвлекались на некоторое время, дети облокачивались на москитную сетку у открытого окна и вываливались вместе с ней. Подробности в следующем сюжете. К сожалению, с наступлением жарких дней открывается и печальная статистика несчастных случаев, когда дети выпадают из окон. Особое внимание стоит уделить так называемым москитным сеткам, которые благодаря креплению к оконной раме создают иллюзию надежной блокировки оконного проема. И так из года в год, как бы ни старались врачи и сотрудники отделов по делам несовершеннолетних донести до родителей все способы, как уберечь своих детей от подобных трагедий, несчастных случаев меньше не становится. В период с начала месяца по сегодняшний день по городу Кызыл зарегистрировано 4 несчастных случая, связанных с падением малолетних детей с балконов, из окна. В 3 случаях законные представители, то есть родители, в момент совершения данных случаев рядом не находились. То есть дети находились под присмотром чужих людей. Это родная сестра, в одном случае потом подруга мамы. В этом году первый случай падения ребенка из окна был зафиксирован в середине месяца. Полуторагодовалый малыш, оставшись без присмотра взрослых, взобрался на подоконник и выпал. По словам мамы, она отлучилась буквально на несколько минут, а ребенок тем временем уже успел взобраться на подоконник. Второй случай произошел в тот же день, только в другой части города. Родители на протяжении нескольких дней злоупотребляли спиртными напитками. За ребенком присматривала старшая сестра. Случай аналогичен с первым. Ребенку хватило несколько минут, чтобы выпасть с окна 2-го этажа. Малыши сразу были доставлены в республиканскую больницу, где находятся с диагнозом черепно-мозговая травма. По сравнению с прошлым годом, там единичные случаи были. В основном дети поступают в очень тяжелом состоянии. Все эти поступившие дети у нас в нашей больнице, они сразу были же госпитализированы в реанимационное отделение. Потом по стабилизации состояния были переведены в профильное отделение, то есть травматологии, нейрохирургии, детской хирургии. Как показывает статистика, в этом году за полмесяца число выпавших из окон детей больше, чем за 2 или даже 3 месяца прошлого года, утверждают врачи. Стоит отметить, что все случаи так или иначе связаны с излишней беспечностью взрослых. Так, сотрудники по делам несовершеннолетних и врачи настоятельно рекомендуют открывать окна в режиме так называемой форточки, убрать от окна мебель, через которую ребенок может взобраться на подоконник, а в лучшем случае проветривать помещение, когда детей дома нет. Чинчисан Бугабуян, район, телекомпания «Новый век». Полицейские Тандынского района раскрыли кражу скота. В дежурную часть обратилась 51-летняя жительница села Дурген с заявлением о том, что со свободного выпаса пропали принадлежащие ей кобыла с жеребенком. По данному факту было возбуждено уголовное дело. На следующие сутки на автодороге М-54 оперативники остановили машину, забитую тушами животных. По всей вероятности, их пытались перевезти в Кызыл. Подозреваемые были задержаны, ими оказались 19-летние и 22-летние ранее судимые, нигде не работающие жители Тандынского района. В ходе досмотра автотранспортного средства были обнаружены и изъяты головы, шкуры, туши лошадей, а также 3 ножа, топор и веревка. Изъятое приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории республики. Единые критерии для определения очередности капремонта многоквартирных домов появились в Туве. Правительство республики утвердило порядок, по которому будет формироваться очередь. По информации специалистов Минстроя республики, подготовившего документ, очередность ремонта домов, включенных в региональную программу капремонта, будет устанавливаться по 5 параметрам, каждый из которых будет оцениваться в баллах. Чем больше баллов набирает дом, тем выше его место в очереди на ремонт. В частности, самым весомым критерием станет год ввода здания в эксплуатацию. Второе по значимости условие – это дата последнего капитального ремонта. Наибольший балл выставляется домам, которые в последний раз ремонтировались до 2003 года. Далее в системе оценок следует полнота поступления взносов на капитальный ремонт от собственников квартир. Чем активнее жители их уплачивают, тем выше балл от жилкомиссии и, соответственно, место дома в очереди на ремонт. 4-й критерий – износ здания. Дома, степень износа которых превышает 51%, будут в числе первых в очереди на ремонт. И, наконец, последний из характеристик для определения места
в очереди наличие угрозы безопасности жизни и здоровью жильцов. Здесь оценка достаточно проста. Либо такая угроза есть, либо ее нет. По сумме баллов в 5 критериях и будет выстроена очередь на капитальный ремонт. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 16 копеек, а евро 63 рубля 65 копеек. На стадионе пятилетия Советской Тувы состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Спортивное мероприятие провело Министерство по делам молодежи и спорта республики под эгидой губернаторского проекта «Тува. Территория мужества». Наша съемочная группа побывала на сдаче ГТО. Дорогие друзья, желаю вам хорошего настроения, силы духа и отличной сдачи нормативов ГТО. Уверен, что и среди вас найдутся те, кто проявит свой талант и получит путевку в большой спорт. Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия! Заместитель председателя правительства республики Максим Тунев напомнил присутствующим о славе Советского Союза, спортивными достижениями и успехами в годы Великой Отечественной войны, благодаря Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу ГТО. Тогда число участников достигало около 2 миллионов человек. Сегодня в Туве сдача нормативов постепенно возвращается. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса начался с вручения 263 золотых знаков отличия «Готов к труду и обороне». Багаев Андрей Ирисович. Всем рекомендуем, чтобы все сдавали ГТО на золотой знак, чтобы баллы прибавить к игре. Для некоторых это трудно, а для некоторых это нормально. Участники фестиваля поздравили с днем рождения нашего земляка, министра обороны России Сергея Шойгу. Тренер по гимнастике ЦСКА ТВ Алена Удот провела физзарядку, после чего все ринулись сдавать ГТО. На сайте gto.ru любой желающий может зарегистрироваться и получить уникальный идентификационный номер и принять участие по сдаче ГТО. На сегодняшний день зарегистрировано более 5000 человек. Сдали нормативы ГТО уже более 2000. В соревнованиях приняли участие спортсмены, юноармейцы, студенты, школьники, пенсионеры и многие другие. Сдавать ГТО совсем не трудно. Все сдавать. Участники ГТО сдавали такие нормативы, как поднимание туловища из положения лежа, прыжок в длину с толчком 2 ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, бег, поднимание гири, наклон вперед и другие. Виктор Тыртык решил попробовать свои силы. Среди всех участников имеет наивысший показатель по поднятиям гири – 107 раз. Организации вот немножко не хватает. Я сколько вот с предложениями входил. Вы, говорю, сделайте нумерацию протоколов по записи, чтобы люди не стояли, вы не искали. Каждый должен сдать номер своего протокола. Ну и у меня тоже подтягивание было очень успешным. Я сдал на золотой значок. Те, кто получил серебро и бронзу, в течение лета могут пересдать нормативы и получить заветное золото. Ведь такой значок имеет большие преимущества. Наличие знаков отличия будет учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Обучающимся, имеющим золотой знак, может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия. К примеру, за 5 золотых знаков, полученных подряд, предусмотрена правительственная награда. А работодателям рекомендовано продумать вопрос с премиями и надбавками работникам, которые отличились. Программа стимулирования и поощрения отличников ГТО еще разрабатывается. Ну, сегодня уже очевидно, что у нас очень спортивная республика. Сегодня только здесь на фестивале присутствует порядка 2000 человек. И я думаю, что спорт становится модой и здоровый образ жизни. И это здорово. Занимайтесь спортом. Сегодня я сам лично сдаю ГТО впервые. Надеюсь, сдам на золотой знак. Соревнования ГТО планируется проводить ежемесячно. Диана Баймбукусерес, телекомпания «Новый век». Сделаем небольшую паузу на рекламу, а после нее продолжим. Не переключайтесь. Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не улыбнулась, глядя на подаренный ей букет роз. Цветочный магазин «Мне розы» предлагает великолепные композиции из нежнейших эквадорских роз всего за 120 рублей. Мы принимаем оплату любым удобным для вас способом. И самое главное, мы единственный магазин цветов в городе, который работает круглосуточно. Ваша женщина достойна жить в гармонии с красотой. И наша миссия – быть вам в этом полезным.
Сейчас же дополнительное время! Вот именно. В гипермаркетах РБТ.ру сейчас дополнительное время. Только с 25 на 26 мая. С 19:00 до часу ночи. Ночная распродажа в салонах РБТ.ру. А цены-то как в интернете. Как быть, если срочно нужно квартиру, дачу купить или по кредиту меньше платить? Банки процентом не балуют, а какие-то вообще не жалуют. У нас есть решение. Кредит под залог от Восточного. Хорошее предложение. 8 800 100 ровно 7100. ПАО КБ «Восточный». Еженедельник Тува ТВ совместно с редакцией телеканала «Новый век» и радиостанцией «Голос Азии» объявляют конкурс детского рисунка «Тува глазами детей». Приглашаем всех маленьких жителей Тувы проявить свои таланты. Нарисуйте, какой вы видите родную республику. Конкурс продлится до 31 мая 2017 года. 3 главных победителя будут объявлены 1 июня в программе «Новости» на телеканале ТНТ Кызыл. Приносите свои работы по адресу улица Кочетова, дом 35, 5-й этаж, офис 512. Эксклюзивно на нашем канале многосерийный фильм о жизни и работе легендарной дрессировщицы и актрисе Маргарите Назаровой. Действие картины разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Молодая девушка Маргарита Назарова, роль которой исполняет Ольга Погодина, попадает в плен. Далее, чтобы выжить, ей приходится работать служанкой и танцовщицей кабаре. После войны она возвращается в СССР и устраивается на работу в Рижский цирк. Так начинается ее профессиональная карьера дрессировщицы. Получив признание и звание королевы тигров, Маргарита Назарова купается в славе, но популярность вскоре сменяется полным забвением. В этой картине все – конфликт, романтизм, настоящая человеческая трагедия. И все это вкупе с невероятно красивой работой с тиграми. Уникальная во всех смыслах история. Новые серии смотрите ежедневно на канале «Новый век» в 20:00. В Туве прошел первый этап паводка. О паводковой обстановке в республике мы сегодня поговорим с заместителем начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по республике Тыва Алексеем Викторовичем Хавалыгом. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая ситуация паводка сегодня у нас в Туве? Ну, на сегодняшний день у нас на территории республики паводка ситуация стабильная, потопления населенных пунктов нет, и в ближайшее время это не прогнозируется. Вообще паводок у нас на территории республики характеризуется это 3 этапами. Первый этап у нас уже прошел, он проходил у нас в марте месяце. Он характеризуется у нас подтоплением склонными водами частного сектора. Второй этап у нас, мы к нему подходим, это как раз у нас 2-я декада мая. Он у нас характерен тем, подтопление территорий населенных пунктов в результате интенсивного подъема уровня воды. Ну и 3-й этап, характерный для нашей республики, это подтопление в летний период в результате обильных ливневых дождей. Что касается первого этапа, как мы его пережили? Прохождение первого этапа у нас отмечено подтоплением жилого сектора 3 населенных пунктов: города Кызыла, город Чедан и ПГТ Кайхем. В принципе, эту обстановку мы прогнозировали. Связана она с тем, что у нас в текущем году было большие снегозапасы, которые образовались на равнинах, и в результате интенсивного резкого подъема температуры наружного воздуха произошло интенсивное снеготаяние, в результате чего произошло интенсивный приток воды, скажем так, от талых вод. Подтопление произошло по причине того, что, скажем, несвоевременно были проведены профилактические мероприятия по подготовке данных населенных пунктов. Это расчистка водоотводных каналов, дренажных систем. Поэтому в результате этого и произошло подтопление, скажем так. Если бы эти мероприятия были бы проведены, скажем, заблаговременно, то данной ситуации бы не было. Что касается сегодняшнего дня, да, какие мероприятия проводятся для того, чтобы защитить население? Мероприятие по безаварийному пропуску паводковых вод у нас на территории республики спланировано. На территории субъекта и муниципальных образований республики приняты все нормативно-правовые акты.
по прохождению паводка, проведены заседания комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций регионального и муниципальных уровней, спланированы мероприятия. Мероприятия проводятся, скажем так, своевременно, на должном уровне. Где уровень воды доходит до критической отметки? Как я уже говорил, у нас на сегодняшний день паводковая обстановка она стабильная. По данным, которые мы получаем от Тувинского гидрометцентра, уровни воды на основных реках республики у нас ниже критического уровня. И, скажем так, угрозы или говорить о том, что где-то выше, где-то ниже, мы пока не можем. А вот какой уровень воды должен быть вот, на территории вот, Кызыла, да, чтобы он стал критическим? Какой опасен? Также вот по данным гидрометцентра, критический уровень по городу Кызылу, это по реке Енисей, непосредственно вот где у нас находится центр Азии, считается 590 сантиметров. Этот уровень был принят при первом подтоплении города Кызыла, поэтому он обозначен у нас 590 сантиметров. Мэрии, так, когда это было, у нас, вот по статистике я приведу, что у нас по городу Кызылу, скажем, были подтопления крупные, это с 2001 года, 2001, 2004, 2006 и 2010 год. 2010 год, это, скажем так, были пиковые значения по реке Енисей, уровень составлял тогда 697 сантиметров. Но сейчас проведены мероприятия в городе, построено защитные сооружения в виде дамбы, которые защищают у нас районы орбиты, центральной части кожзавода, и планируется строительство вот в районе левобережных дач. Вот вы сказали, что критический уровень на территории Кызыла это около 6 метров. Сегодня какой уровень воды? На сегодняшний день у нас уровень воды составляет 388 сантиметров. Это норма? Это, да, это среднестатистическая, так скажем, норма для данного периода времени. Алексей Викторович, вы можете сказать, чем отличается паводок от половодья и наводнения? Ну, половодье для территории Республики Тыва не характерно, потому что это явление происходит на равнинных территориях. В результате, скажем так же, сезонного снеготаяния происходит подтопление равнинных территорий. Наводнение, да, характерно для нашей территории. Это происходит в результате интенсивного поднятия уровня воды, в результате чего происходит подтопление территории населенных пунктов. Ну и как подготовиться к паводку? Подготовительные мероприятия, как я уже говорил, у нас проводятся и на республиканском уровне, и на уровне муниципалитетов. Если брать просто жителей, да. Для населения что необходимо? Скажем так, те населенные пункты, которые у нас сезонно и прогнозируются, скажем так, попадают в зону подтопления, да, те жители уже знают об этом. Со стороны органов местного самоуправления оказывается им, раздаются памятки о правилах поведения. Что необходимо знать? Это подготовить документы, вещи первой необходимости и при получении сигналов об угрозе подтопления своевременно провести мероприятие по эвакуации из жилого здания. Что бы вы хотели сказать жителям нашей республики? Уважаемые граждане, при получении сигналов от органов управлений об угрозе подтопления населенных пунктов необходимо собрать вещи первой необходимости, это кружка, ложка, теплые вещи, документы в обязательном порядке, денежные средства. И по информации органов управления убыть на пункт временного размещения или в безопасный район. Алексей Викторович, спасибо, что сегодня пришли к нам в студию и рассказали о паводковой ситуации в республике. А я напомню, что сегодня у нас в гостях был Алексей Викторович Хавалык, заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по республике Тыва. И говорили мы сегодня о паводковой обстановке в республике.
Мы продолжаем рубрику «Республика добра». В ней рассказываем о том, кому нужна помощь и от тех, кто помогает. Наша съемочная группа побывала на горе Дуге и узнала, как продвигается народная стройка. Гора Дуге – старое название Төге-Пары. В старину тувинцы считали Дуге священной. Это археологический и этнографический памятник, также является туристической достопримечательностью. Гора достигает высоты чуть более 1000 метров. Помимо туристов и спортсменов, Дуге активно посещают паломники. Общественное движение «Сыновья народа» месяц назад начали возводить лестницу на вершину горы. Назвали эту акцию «Лестница трезвости». Инициативу поддержали Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии, а также волонтеры. Подъем на гору Дуге считают средством очищения от грехов, как сакральное место, центр общения с духами. Благодаря паломникам появились многочисленные ава. Учащиеся 6 класса Кызыльской школы номер 4 также пришли подвязать чалама. Берите пример 6 А, занимайтесь здоровым образом жизни. Ура! Общественное движение «Сыновья народа» месяц назад начали возводить лестницу под названием «Лестница трезвости». Первый крутой склон возвели с помощью досок и камней. По мнению людей, кто уже испытал лестницу, удобно, особенно при спуске. На втором склоне не удалось использовать пиломатериал, так как он оказался каменистым. На помощь «Сыновьям народа» пришли помогать волонтеры движения молодых инициатив «Моя столица». За 2 дня мы сделали вот ступеньки, материалы перетаскали на гору. Камни, более 10 лестниц сделали. Как рассказал Сайлыкол Хомушку, активист движения «Сыновья народа», делают лестницу уже месяц. Прохожие помогают кто чем может. Спортсмены поднимают на склоны стройматериалы. Кто-то сухим пайком угощает, кто-то деньгами, а кто-то и добрым словом. И хотим призвать наш народ к трезвости и присоединиться к строительству лестницы до вершины горы Дуге. И мы работаем каждую субботу и воскресенье с 10 часов до 17 часов. Напомним, все, кто хочет помочь сыновьям народа возвести лестницу трезвости и внести свою лепту в строительстве, могут прийти в выходные, субботы и воскресенья. Активисты работают на горе Дуге с 10 утра до вечера. Диана Баймбугусерес-Ховалы, телекомпания «Новый век». Далее наш эфир продолжит ежедневная рубрика «Новости короткой строкой». Глава Тувы поручил спасателям провести водолазное обследование и очистку дна акватории пляжей и водных объектов, отведенных для массового купания жителей. Работы должны быть проведены до 15 июня. До начала лета муниципальным властям дано поручение определить места массовых купаний, оборудовав их в установленном порядке. Службам санитарно-эпидемиологического контроля дано задание провести санитарные пробы воды с акваторий пляжей и мест массового купания. Кызылское президентское кадетское училище продолжает прием документов до 31 мая от родителей, законных представителей, кандидатов, изъявивших желание поступать в училище в 5 класс мальчики и 8 класс девочки в 2017 году. Ограничений в режиме приема документов в зависимости от места жительства кандидата нет. Пакет собранных документов можно направить по почте в адрес училища. Вступительные испытания будут проведены с 1 по 15 июля. С 1 июня портал для записи к врачу пациент.тува.ру прекращает свою работу. Теперь для того, чтобы записаться к врачу, следует воспользоваться личным кабинетом раздела «Мое здоровье» на портале государственных услуг. Нововведения вызваны требованиями федерального законодательства. Детей по-прежнему будут записывать родители. Для этого необходимо внести информацию о них на своем профиле на портале госуслуг. Социальный картофель получили 1333 семьи Тувы. По данным Центров занятости и социальной помощи республики, к посадке картофеля уже приступили во всех районах Тувы. На реализацию проекта из республиканского бюджета в этом году выделено 1 миллион 100 тысяч рублей. Каждой семье получили по 25 килограммов семян картофеля. Русское географическое общество объявляет конкурс на участие в 5-й молодежной научно-практической летней школе «География в современном мире. Проблемы и перспективы». Летняя школа пройдет с 19 по 26 августа в Калужской области. Тема летней школы – охрана окружающей среды. Цель мероприятия – подготовка высококвалифицированных специалистов для развития современной географии как науки. К участию приглашаются бакалавры, магистранты, аспиранты и молодые специалисты из регионов России и стран ближнего зарубежья.
Телекомпания «Новый век» совместно с еженедельником Тува ТВ и радиостанцией «Голос Азии» запустила конкурс детского рисунка «Тува глазами детей». Приглашаем всех маленьких жителей нашего региона проявить свои таланты. Нарисуйте, какой вы видите родную республику. Конкурс продлится до 31 мая. 3 главных победителя будут объявлены 1 июня в нашем выпуске новостей. Приносите свои работы по адресу улица Кочетова, дом 35, 5 этаж, офис номер 512. И в завершении выпуска о погоде. Завтра в Кызыле ожидается небольшая облачность, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 10, днем плюс 25, плюс 30. Ветер 5-8 метров в секунду, атмосферное давление 712 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром плюс 10 градусов, днем плюс 13. В Марадане ясная, без осадков. Температура воздуха утром плюс 10 градусов, днем плюс 15. На Болке погода ясная, без осадков. Ветра нет. Температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 17. В Танзыбе ясная, без осадков. Температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 18. По всей трассе проводятся дорожные работы и проезд удовлетворительный. На этом у меня все. Выпуск новостей смотрите также на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба новостей». А в 20:00 вас ждет очередная серия фильма «Маргарита Назарова». До встречи в эфире.